Доброго утра всем. Мы продолжаем программу «Салям». В республике планируют красочно отметить День медицинского работника. Торжественные мероприятия пройдут уже в этот четверг, 17 июня, то есть завтра. Я предлагаю, Альбина Фаритовна, анонсировать это событие вместе с нашей гостьей. Принято? Принято? Ну, конечно. Ведь мы же с тобой вместе писали сценарий. В этой студии заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Динара Никеева. Динара Раисовна, здрасте, рад вас видеть. Доброе утро. Ну, во-первых, поздравляю вас с наступающим. Это не день рождения, заранее можно поздравлять. Спасибо. Наверное. Да, ну и давайте поговорим о том, что завтра большой праздник для всей медицинской общественности республики. Врачи, медсестры, медбратья, санитары и так далее. В общем, все те, кто в прошлом году показал, что это героическая профессия. Как все завтра будет происходить, с чего все начнется? Ну, второй год в республике у нас проходит парад медицинских работников. Но хочется отметить, что это очень яркое и красочное событие для медицинской общественности. Ну и если я не ошибаюсь, в стране у нас аналогичных парадов еще не было. Как тебе такой, Илон Маск? Хочется добавить, да? Ну, действительно, это башкирское ноу-хау, парад врачей. Да, парад врачей. С утра начнутся мероприятия по награждению наших медицинских работников, которые отмечены федеральными, республиканскими, ведомственными наградами. И потом мы все в 12 часов собираемся на площади перед Башкирским драмтеатром и идем к телецентру. Ну, собственно, пора, да? Мы о нем еще обязательно поговорим. Во-первых, большое количество врачей, медсестер, медбратьев будет отмечено, да, всевозможными наградами. Вообще большое количество площадок. Но приедут медработники со всей республики? Конечно. Это будет республиканское большое мероприятие. Съезжается вся республика. Все, как вы сказали, от санитаров до врачей получают награды и потом... Ну, причем награды на самом высшем уровне, потому что руководство республики будет проводить, собственно, церемонию награждения. Церемония награждения будет в 6 залах. 6 залов. 6 залов. 5 залов будет с утра, то есть с 9 мы начинаем, в 5 залах. И самые высшие награды уже будут награждаться Ради Фаритовичем в Конгресс-холле. А вообще можно я все-таки вот задам немножечко отвлеченный вопрос, да? Вот врачи, мы привыкли их воспринимать как должное, да? Они там обязаны лечить, мы приходим с жалобами, с проблемами, очень требовательно к ним относимся, но вот прошлый год показал, что без них мы никуда, и они там оказались в эпицентре повышенного внимания. Как вообще сами врачи и медработники воспринимают вот этот праздник, завтрашнее мероприятие? Ну, вот, да, вытекающий вопрос, как в прошлом году оценили врачи, которые шли парадом, что обратная они вообще связь, говорили? Эмоции какие? Насколько им это нужно? Может, они устали и хотят дома посидеть, да? Может быть, они и устали, это на самом деле так, но парад это праздник. И вообще День медицинского работника это праздник признания, наверное, врачей. Даже не признание, а праздник, когда хочется, и говорят, и пациенты говорят спасибо, хочется, вот как 8 марта, хочешь, чтобы 8 марта было каждый день. Также и здесь, и, ну, конечно, этот парад, он вызвал массу положительных эмоций, ну, когда плечом к плечу идешь с тем, кто с тобой каждый день рядом и тебя ценит, видят, благодарят. Это, конечно, всегда приятно. Да, или идешь с коллегами из других городов, районов Республики Башкортостан. С кем ты учился, ты не виделся. А вот, ну, то есть это и повод встретиться, это и повод поговорить, это и... Ну, медицинская тусовка республики, она всех друг друга очень хорошо знает, ну, даже несмотря на то, что работают по разным городам и районам. Ну вот я бы хотел отметить, что парад врачей будет показан в прямом эфире телеканала БСТ, да, с заместителем министра. Все это будет комментироваться не с вами. Я хочу сказать. Вы будете идти в параде? Ну, вот что касается того, как в этом году, будет просто парад, люди просто будут идти, да, я не знаю, вот помните, как Гагарина встречали с цветами, когда он только-только приземлился, может быть, я сейчас даю такой сигнал, может быть, мы попросим людей, которые будут там рядом находиться, на пути следования врачей, с цветами стоять, такое возможно, вы этого не запрещаете, учитывая... Ну, запрещать мы не можем, конечно, нет. Хорошо, ну и... Что касается того, как дальше все это будет происходить, будет большой концерт для тех, кто шел этим парадом, да? Что там будет происходить? Завершение парада мы перетечем плавно в Конгресс-холл.
Там будут награды, вот как я уже сказала, Ради Фаридж будет награждать федеральными и ведомственными наградами, и потом будет праздничный концерт. Ну и раз уж мы здесь с вами оказались в канун праздника, он не 17 июня отмечается, да? Каждое третье воскресенье июня. Каждое третье воскресенье, ну в четверг мы Ну, решили в принципе, собраться. да. Я бы хотел попросить вас поздравить всех ваших коллег с наступающим профессиональным праздником, День медицинского работника. На мой взгляд, это теперь один из любимых праздников вообще всех россиян и всех И тех, вообще, что принято желать врачам, докторам и медработникам? Здоровье, конечно же. Здоровья также все. Это самое дорогое и самое важное. Спасибо большое. Ну, от лица Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, от себя лично и, наверное, от всего коллектива, конечно же, мы хотим поблагодарить всех медицинских работников нашей республики за их стойкость, за их самоотверженность, за их любовь к профессии, за их любовь к людям, за то добро, которое они несут, ну, как бы, в массы. И, ну, как я уже сказала, самое дорогое, потому что мы про него много знаем, это здоровье. Мы, конечно, желаем здоровья, не падать духом, не терять этой любви к своей профессии, ну и спасать жизни. Ну, еще наших. хочется добавить хорошей зарплаты, энтузиазма, настроения, Альбина чтобы Фаридовна. работа была в радость. А еще хочется добавить, Дина Радисовна, мы с вами обсуждали этот момент. Необходимо сделать прививку от ковида. Конечно. Это очень важно. Это прежде всего спасение собственной жизни, спасение жизни своих родителей, своих близких, родных. Вакцинация, она очень важна, очень нужна. И Невзирая слава на все Богу, вот эти теории заговора, да, что бы которые... то ни было, слава Богу, вакцин есть достаточное количество, поэтому призываю всех, я надеюсь, вы привитые. Я сегодня буду прививаться, кстати. Отлично. И еще один вопрос, очень коротко. Какую прививку надо делать? Мы никому не Все скажем. прививки хороши. Все хорошо. Они, правда, все хороши. Надо, главное, прививаться. Все понятно. Спасибо вам вам большое. Динара Яникеева, заместитель министра здравоохранения, была этим утром у нас в гостях. Вас с наступающим праздником. Спасибо. Мы